Мы же говорим про независимую журналистику. Как будто бы находишься в каком-то фильме. Это не игра, это все по-настоящему. Наверное, жилетку стоит снять. Журналист — это мишень. Что-то разрывается возле меня. Мы забежали в квартиру к ребятам. Принимали людей всех абсолютно без разбора. Нам пришлось выключить свет. Здравствуйте, не могли бы вы дать интернет? Хороший вопрос. Можешь не спрашивать. Мы, к сожалению, действительно переживаем, я думаю, самые сложные времена. Какими ты запомнила 9-11 августа? Знаешь, это такой период, который сложно как-то охарактеризовать. Я думаю, мы все пребывали в каком-то шоке, мы все пребывали в каком-то информационном вакууме. Я работала в эти дни, но, конечно, эти условия, они были специфическими. И как-то охарактеризовать это время, достаточно сложно. Да, это такое, знаешь, время, которое пока какому-то анализу и характеристикам, наверное, не поддается. Угу. Но это самые опасные дни в твоей жизни? Я думаю, что да. Это, наверное, самые опасные сюжеты, это самые опасные места. Надеюсь, что больше ничего подобного, наверное, не будет. Я оказалась на участке, на отрезке, который, наверное, в тот вечер был такой один из самых горячих 9 августа, между Стеллой и Короной, то есть вот этот Машерово участок. Сначала люди просто стояли где-то там на горочках, то есть было видно, что люди начинают собираться, но они еще так очень осторожно, не выходя на дорогу, они собирались где-то вокруг. Но вот постепенно их становилось все больше и больше, и когда мы подходили там уже в начале вот этой Машерова, подходили в сторону Стеллы вместе с редактором Егором, мы слышали какие-то взрывы, но я, например, для себя не могла понять, что это там светошумовая, не светошумовая. И нам говорили, что там были использованы светошумовые, но то есть это где-то что-то там вдали, но было непонятно. И в какой-то момент что-то разрывается возле меня. И где-то, но это было страшно, потому что, наверное, до сих пор, и мне бы сейчас было страшно, потому что это было неожиданно, я правда не ожидала. То есть Возле тебя прям... я не знаю где, но мне там по ногам прошлась, то есть я почувствовала что-то там по ноге, может быть, это была волна, может быть, это были какие-то там маленькие осколки, то есть я просто почувствовала что-то там до меня дотронулось, и тогда уже, по-моему, наверное, первые какие-то были пострадавшие, я вот уже точно не помню, потому что уже немножко прошло времени, вот это стерлось, да, это все. Кому-то там где-то зацепило, там, ногу, возможно, или еще что-то. И, значит, после этого, и при том, да, наверное, надо заметить, что перед выборами мы там журналистами продумывали там разные сценарии, какие могут быть варианты, чтобы быть готовыми работать, да, в разных ситуациях. Поэтому в машине у меня лежала каска, но я решила оставить ее в машине, потому что, до последнего я не думала, что могут быть такие прям вот со стороны силовиков действия. То есть, да, там мы привыкли к тому, это ужасно звучит, что мы привыкли к тому, что ОМОН бьет дубинками, что там приезжают автозаки, забирают людей, но, наверное, мы были больше готовы именно к этому, там без применения каких-то вот этих спецсредств. В общем, значит, взрывается, я там думаю, класс, машина рядом, я там побежала, взяла каску, то есть все, вот с этого момента я в каске, не знаю, насколько она помогла бы, если честно, но это, наверное, такая психологическая, скорее, защита. И я, получается, отошла и находилась сбоку, там встретила своих коллег-фотографов и наблюдала за тем, что происходит сбоку уже, немножко, то есть непосредственно не на дороге, а там ближе к дому. И вот автозак, он поехал в одну сторону, и, получается, так как толпа стоит лицом к ОМОНу, в какой-то момент он на такой нормальный достаточно, то есть на тот момент мне казалось, что он ехал с большой скоростью, хорошей, не останавливаясь, просто летит в толпу. Я смотрю и думаю, что будет? Он влетает в толпу, но я думаю, что все-таки в какой-то момент он где-то там притормозил, потому что, если бы он совсем влетел в толпу, это было бы сразу, наверное, там несколько трупов. И вот, то есть, так как это хаос, вот он въезжает, вот люди, которые там не ожидали, кто-то успел отскочить, кто-то не успел, кто-то начинает запрыгивать на него, на автозак, там кто-то, я так уже потом по фотографии я увидела, что там разбито стекло, то есть кто-то там еще успел каким-то образом разбить стекло.
да, насилие это плохо, но это, я считаю, как ответ, да, то есть люди, ну, то есть в той ситуации, когда в них въезжает машина, они, вот, кто-то из них принял такое решение, там, кто-то запрыгнул, и, в общем, и вот в какой-то момент из этой толпы автозак снова, не снижая скорость, он врывается, и на кабине человек висит один, и, ну, автозак едет на скорости, и этот человек падает, и он его переезжает. И в этот момент, ну, типа, вот, ну, я, например, с коллегами, мы просто замерли, и до момента, пока он не встал, пока его не подняли, ну, мы не понимали, что с ним, он умер или нет. То есть, если бы, наверное, в тот момент на глазах у этих протестующих людей была вот эта первая смерть, мне кажется, что я не знаю, какая была бы реакция у толпы, какая была бы, ну, то есть это было очень страшно, потому что ну, непредсказуемая вообще реакция у людей, когда они видят, что только что там человека переехали, там, если бы, наверное, его убили, это было бы, ну, блин, я боюсь себе представить, что это могло бы быть. То есть это была бы, наверное, какая-то стычка вот прям там, да, то есть силовая какая-то. Ну вот это, наверное, вот так началось вот эта вот вся послевыборная съемка, да, началась, и это, наверное, вот это было самое страшное, наверное, вот из всего. Каково работать, когда в стране нет интернета? Что делать? Ну, ты знаешь, отсутствие интернета была не самая большая проблема тех дней. Конечно, это те факторы, которые препятствуют стандартному, привычному рабочему ритму, когда ты с места событий ведешь какой-то онлайн, когда ты скидываешь оперативно фотографии, это все замедляет, это все очень тормозит рабочий процесс, но опять я подчеркну, что смещаются, наверное, акценты в твоей работе, и у тебя возникает множество других целей и задач, то есть безопасно отработать, уйти с точки съемки и уже найти какой-то доступ к интернету для того, чтобы отдать отснятый материал. Классно было работать без интернета первые дни. Поймут только мои фотографы, друзья. Ну, конечно, с точки зрения того, что информацию было получить очень тяжело и передать ее было очень тяжело, это было ужасно, потому что ты находился в каком-то информационном вакууме. Мало того, что интернет не работал, там еще и звонки не всегда срабатывали, там была какая-то такая штука. Вот. Почему классно, почему я так шучу, потому что, знаешь, мы как фотографы все немножко в душе там творческие люди и хотим поработать с изображением спокойно, да, выбрать, подумать про то, что вот это красиво, вот это нет. А когда ты работаешь в режиме онлайн, то ты работаешь постоянно, да, то есть ты там на съемке сразу же скидываешься, и это, ну, или, например, там, когда, ну, есть... Ну, кстати, да, и с маршами, в принципе, тогда же тоже интернета нет. Да. Ты, получается, бежишь, ну, то есть как выглядит твой рабочий день в воскресенье. Ты бежишь с колонной, пытаешься обогнать их, там, чтобы успеть сфотографировать с нескольких ракурсов. Потом ты понимаешь, так, нужно срочно отправиться, потому что нужно срочно, чтобы твои читатели видели картинку. Ты смотришь, где там есть какие-нибудь кафе по дороге, там, или, не знаю, какие-то точки, квартиры или еще что-то. То есть ты просто бежишь, если это дом, ты смотришь на первом этаже какие-нибудь люди, которые стоят в окнах, ты им кричишь: «Здравствуйте, не могли бы вы дать интернет?» Если они не боятся, они дают, если у них он есть, если там нет, то ты идешь дальше. То есть, получается, у тебя полдня проходит в поисках интернета, и полдня ты бежишь, потому что ты заходишь скинуться, потом ты выходишь, ты был в начале головы вот этого, да, колонны, ты заходишь скинуться, ты там вроде бы там на 10 минут, но ты выходишь, и ты уже где-то в середине или в конце, и ты не понимаешь, снова нужно бежать, снова бежишь, догоняешь, и ты такой постоянно в таком напряге. То есть, ну, это, наверное, такие прямо физические нагрузки для фотографов вместо там фитнеса, да, которые там в мирное время. И я вот поняла, что, наверное, физическая подготовка важна журналисту. Вот сейчас я понимаю, что это прям нужно. То есть, если раньше это было не обязательно, то сейчас да. Ну, какие у тебя вообще были мысли 9-11 августа? О чем ты думала?
Знаешь, когда ты находишься в эпицентре, ты стараешься отключать немножко мозг, не думать, не характеризовать ситуацию, а просто выполнять свою работу. Поэтому где-то подсознательно возникала вообще мысль, что ты как будто бы находишься в каком-то фильме, знаешь, то есть вроде бы как будто это все происходит вообще не с тобой, потому что я, например, очень рациональный человек, да, и мне всегда хочется искать какую-то логику, последовательность, но все мои сценарии логические, они ломались очень быстро, и я каждый раз удивлялась по-новому, шокировалась по-новому. То есть ты такой, знаешь, ты работаешь, но при этом пребываешь в состоянии какого-то латентного шока, испуга и такой, знаешь, с широко открытыми глазами. То есть сложно описать. Да, когда я увидела, когда вот это первое светошумовая, когда я увидела вот этого человека на полу, на земле, лежащего на асфальте, когда я увидела вот эти раны, да, как бы сразу пришло понимание, что это, это не игра, это все по-настоящему. И мне, например, не стыдно сказать, что мне страшно, я боялась, и, наверное, да, как это в первый день я прочувствовала вот это вот все вот эту вот натуральность и реалистичность. И потом в последующие дни я, наверное, немного с более там как бы опаской там находилась на съемках и больше себя оберегала. То есть, я понимала, что нужно выбирать какие-то безопасные места для съемки, то есть лучше где-то подальше, то есть, наверное, в приоритете уже было не сделать какой-то кадр, там, не знаю, чего-то самого прям вот того, что происходило, лучше, наверное, то есть как нас потом инструктировали там наши старшие коллеги, фотографы и журналисты, потому что наша задача это взять информацию и прийти домой и эту информацию отдать. Жилетка и вообще статус журналиста, она скорее помогает или ты наоборот мишенью становишься? Как Наташа, например. Наташа, это было 10 августа, следующий день. Тогда мне еще не казалось, что журналист — это мишень, но, по крайней мере, мне хотелось так думать. Тогда мы были все полностью в жилетках, с бейджами, то есть максимально себя обозначив как пресса, потому что нам казалось, что это нам поможет. То есть в случае, если там будет какое-то сопротивление. То есть я понимаю, что, наверное, когда начинаются вот эти жесткие хапуны, как у нас там правильно говорить, то вряд ли там сотрудники силовых структур пытаются там выбирать, вот этого там берем, этого не берем. Наверное, когда уже начинается реально жесткая какая-то зачистка, там уже идут все подряд. Но тем не менее, если там ты понимаешь, что ты где-то стоишь сбоку, не совсем в гуще, если ты обозначен, у тебя есть какая-то надежда, что тебе это поможет. Но, как показывает практика последних дней, и даже, наверное, и с Наташей в том числе, что если ты в жилетке пресса, то тебя просто сразу могут завести в микроавтобус или в автозак и увезти, чтобы проверить твои документы, чтобы там, а потом написать протокол за то, что ты не подчинялся милиции, да, и там все последующие. Вот, например, последнее задержание, это не последнее, наверное, именно когда меня задерживали последний раз, 11 октября, когда были массовые задержания журналистов в воскресенье, некоторые мои коллеги, с которыми мы встретились уже в РУВД, они говорили, что они даже не успели достать технику, то есть они просто пришли на место съемки в жилетке пресса, а в рюкзаке у них были фотоаппараты, и они просто даже еще не успели распаковаться, когда к ним сразу же подошли сотрудники милиции, попросили пройти вместе с ними для проверки документов. Таким образом, они там с часа, с 2 дня там, до 5 утра находились там, в РУВД. То есть, но мне кажется, что это препятствие деятельности журналиста. Ты знаешь, тут очень хорошо вот эта шутка про волнообразное настроение. Я думаю, что моя работа, да, и работа в целом журналистов, она примерно хорошо характеризует
вот эту всю ситуацию. Иногда это защищает, иногда жилетка, наоборот, является элементом заметности какой-то, да, то есть это синий, скажем так, синий сигнал, это синее пятно, которое мелькает, ты сразу в центре, ты сразу заметен, соответственно, ты реально не угадаешь. Я могу сказать, что я честно признаю, что я работала и с жилеткой. То есть у нас есть бейдж, у нас есть жилетка, и мы можем работать либо так, либо так. Соответственно, я тоже импровизировала, и это какой-то элемент вот действительно импровизации. Ты каждый раз решаешь для себя по-новому, как сегодня лучше. Начинаешь работать в жилетке, потом читаешь эти новости, понимаешь, что коллег задерживают, значит, соответственно, решаешь для себя, что, наверное, жилетку стоит снять. Вот, поэтому я бы не сказала, что это какой-то оберег. Видишь, сложно характеризовать. Я сталкивалась как с негативными последствиями, так и с позитивными. Поэтому мне очень сложно как-то бы это охарактеризовать. Действительно, это очень волнообразно. Я не могу сказать, что у меня всегда была под прицелом, мне всегда опасно. Нет, такого не было. Тут, понимаешь, этот парадокс заключается в том, что ты радуешься, когда ты можешь спокойно, беспрепятственно выполнять свою работу, и тебя даже чуть-чуть там отстранят, тебя чуть-чуть там уберегут где-то, и такие вещи тоже происходили, и ты прям уходишь с чувством, что вот, боже, как было прекрасно работать. Но, наверное, так должно быть всегда, да, потому что мы журналисты, мы работаем, да, мы не являемся участниками, мы выполняем свой профессиональный долг, и наша цель сделать это максимально качественно. Соответственно, когда начинаются какие-то внешние препятствия, то это не может радовать. Давай про историю помощи. Да, история помощи. Надо за временем следить, да, потому что это разговорились. 12:52 сейчас. Минут 20, да? Ну да. Да, значит, вот 10 августа, после вот истории с короной, мы пошли на Пушкинскую. Но вот когда я туда пришла, в тот момент, когда я туда пришла, уже, наверное, самая жесткая зачистка была, я вот опоздала. Там еще была небольшая группа протестующих, но при этом силовики все еще стояли на вот этом перекрестке возле Пушкинской, но находиться там было небезопасно. Они периодически кидали какие-то светошумовые, кидали там в машины, которые стояли в пробке, кидали в людей. Люди там, вот если помнишь, там Макдональдс, там такой какой-то типа парка, вот эти деревья, они периодически бегали туда, как-то людей оттуда вылавливали. То есть, было непонятно, что происходит, и было непонятно, когда тебя тоже могут принять, не принять, потому что вот в те дни тоже принимали людей всех абсолютно без разбора. И мы были там журналистом и решили, что нужно найти какое-то место для съемки, для того, чтобы наблюдать за всем безопасно, но при этом, видно было, чтобы. И мы подумали, там был дом, можно попроситься, по крайней мере, в какой-нибудь дом подняться, там, может быть, есть какой-то общий балкон или что-то в этом роде. И мы звонили в квартиры, просто звонили, представлялись журналистами. Я понимаю, насколько это дико выглядело для людей, которые находились в тот момент дома. И большое спасибо ребятам, которые нас в ту ночь спасли, потому что они нас пустили к себе домой. Сначала, то есть так как мы не знали расположение дома, мы просто зашли в дом и звонили в подряд, то есть приблизительно там этаж выбирали, который нам будет нормальный, там более-менее для съемки. И мы просто там рандомно нажимали на звонки. Сначала нам открыли 2 чудесные женщины-пенсионерки, которые вообще без проблем пустили нас к себе домой. То есть там были женщины, я думаю, где-то около 70, то и больше. Но у них было не очень удобное расположение балкона, поэтому нам пришлось их покинуть. И потом нас спустили к себе ребята. У нас на балконе, наверное, стояло человек 8 или 9, там такой небольшой балкон, потому что к ребятам заехали их еще друзья, которые не могли доехать до дома из-за того, что происходило внизу. Они тоже немного переживали, как же им добраться до дома. И получается, что они там приютили у себя и друзей, и журналистов, и вот мы толпились на этом балконе и ждали, когда там внизу все подуспокоится, потому что мы наблюдали за тем, как останавливают машины, которые проезжали мимо, как оттуда достают людей, как останавливали автобусы.
тоже как-то, не знаю, каким образом, там каких-то из мужчин в основном доставали из автобусов, как останавливали скорую помощь, проверяли, кто внутри сидит, и тоже из скорой помощи кого. То есть как бы, ну, была такая прям конкретная вот проверка, и было непонятно, кого они забирали, то есть там что-то нашли в машине или там, ну, как бы каким образом, и было страшно спускаться вниз. И вот эти ребята, мало того, что они нас там пригрели, поили чаем, кофе, там предлагали покушать, понятно, но уже отказывались. И их друзья, которые тоже хотели уехать домой, ну, то есть мы посмотрели, что вроде бы как можно попытаться уехать, и они еще нас подвезли, ну, вывезли, то есть из этого места в безопасное. То есть как бы еще двойное спасибо, потому что, ну, помимо того, что они пустили нас к себе домой, так потом еще и помогли оттуда выехать. Есть, опять же, повторюсь, что таких примеров достаточно много, и это от мелкой до какой-то более существенной помощи. Либо люди спокойно останавливались на дороге и подвозили, если ты голосовал во время какого-то, например, какого-то события, марша, то есть во время съемки, скажем, где ты нуждался в помощи, ты мог просто выйти к дороге, проголосовать, и люди абсолютно искренне помогали, подвозили куда нужно. Было несколько ситуаций, таких достаточно более критичных, когда приходилось в экстремальных условиях искать укрытие. Было несколько ситуаций, когда во время съемки все доходило до какой-то такой, знаешь, точки максимальной опасности и экстремальной. И нам приходилось искать укрытие, и люди, простые, незнакомые, когда узнавали, что мы журналисты, абсолютно безвозмездно пускали нас к себе в квартиры, как-то прятали где-то, вот, помогали. Есть две истории. Один раз мы просто забежали во время такой экстремального момента с козырька дома в квартиру к ребятам, за что им огромное, конечно, спасибо. Вот, они нас укрыли, и нам пришлось немножко прятаться, мы выключили свет. Конечно, ощущение от происходящего вообще тоже, ты каждый раз как будто в каком-то фильме ужасов, потому что не характерно для тебя поведение, не характерно для тебя обстоятельства. Вот, нам пришлось выключить свет, как бы немножко спрятаться, что тоже парадоксально, да, как бы вот эмоции от этого ужасные, то есть ты просто противоречишь своим каким-то принципам, потому что, ну, как бы чувствуешь себя каким-то, не знаю, нарушителем, да, то есть очень странные ощущения. Вот, мы забежали в квартиру к ребятам через козырек в окно, выключили свет. Там были мои коллеги, вот, и нам пришлось вот с этого укрытия в течение, наверное, нескольких часов прятаться просто, потому что мы не могли как бы безопасно покинуть квартиру эту. Вот. Ну и вот мы сидели с моим коллегой на полу, гладили собаку, то есть как-то пытались даже в той достаточно страшной и критичной ситуации найти, ну, не позитивные, а просто не отчаиваться, знаешь, а как-то поддерживать друг друга. Вот, то есть это человеческий фактор, это какая-то поддержка, она вдохновляет, действительно. Есть правила после 9-11? Правила? Ну да, личной безопасности. Личной безопасности? Наверное, я всегда иду на съемку максимально в комфортной, теплой одежде. Лучше я надену еще какую-то дополнительную куртку теплую или там что-то в этом роде. В случае, если мне придется потом быть в РУВД. Мне пока повезло, я не была на Крестина или там Жодина или еще где-то, и надеюсь, что не буду. Надеюсь, что, ну, я не думаю, что это опыт, который должен быть у всех. Можно обойтись и без него. Но когда ты видишь, что твоих коллег задерживают и они получают сутки, то, ну, ты как бы просто готовишься морально к тому, что в любой момент это может произойти с тобой. То есть для того, чтобы тебе было максимально комфортно находиться там, то, наверное, надо там типа подумать про это. Ну, то я помню первые дни, я просто не знала всех нюансов. Первые дни там советовали носить рюкзаки, в которых
которые там, не знаю, воду носить, еду какую-то с собой, какую-то, там, не знаю, аптечку, теплые вещи или что-то в этом роде. Но оказывается, если тебя забирают, ну, может быть, ты не знал, но вот если тебя забирают, то тебе это не остается. То есть там пару процентов только, что тебе может что-то оттуда достаться, но вообще нет. То есть тебя забирают все вещи, которые при тебе, только то, что на тебе остается. Поэтому если вдруг там в рюкзаке какие-то там, не знаю, теплые вещи, то это нужно на себя быстро надеть, чтобы тебе было в камере сидеть теплее, да, там, или комфортнее, вот. И да, оказывается, эти вещи все забирают, они описывают их и потом возвращают, когда выпускают, вот. Ну, мне кажется, что сейчас, и если честно, ну, то есть сейчас как-то просто все морально, да, готовы к тому, что любой из журналистов может поехать на сутки, но я все равно считаю, что это неправильно и так не должно быть, и я не уверена, что кто-то хочет или кто-то специально там идет и говорит, давайте я сегодня, заберите меня. Ну, то есть, ну, у нас есть, конечно, статья про незаконное, как она сейчас правильно звучит, по-моему, 198, если не ошибаюсь, УК. Препятствие, да, сейчас скажу, подожди, препятствие законной деятельности журналиста, как-то так. Но у нас не работает немножко закон. Эти 2 месяца, не знаю, ты отключаешь эмоции. Как вообще жить, когда вот такое в стране происходит? И работать при этом каждый день? Я стараюсь не рефлексировать, да, я стараюсь не переживать. Я не могу сказать, что я абстрагируюсь, невозможно абстрагироваться, да, от происходящего, но я понимаю, что если я буду проявлять очень много эмоций, если я буду постоянно прокручивать в голове, если я буду рефлексировать, соответственно, от меня не будет никакого толку в работе, и я буду неэффективна. Поэтому я делаю акцент все-таки на том, чтобы работать, на том, чтобы быть полезной, и, соответственно, стараюсь отключать эмоции, насколько это возможно. Вот, и пытаться быть в ресурсе, то есть отдохнуть, поесть, быть в тонусе и в эмоциональной и физической стабильности. Иногда, когда у меня есть выходной, и когда там, ну, вот когда типа ты там долго сидишь дома и думаешь про то, что вот у тебя выходной, ты можешь отдохнуть, и ты такой доходит, такой резко так хоп, и ты понимаешь, о боже. Ну, там, или когда ты, ну, то есть ты, типа, читаешь все, что происходит, но ты это воспринимаешь так, вот это произошло так, вот этот, ужас, да, конечно, жесть, но, ну, типа, произошло, там, идешь, работаешь, а потом, когда у тебя есть время, когда ты вот собираешься со своими мыслями, когда ты начинаешь понимать, ну, то есть не просто ты там прочитал, а когда ты, ну, доходит, что вот это произошло, вот тогда накрывает, да, вот тогда там прям вот, ну, но это бывает, ну, то есть, по крайней мере, на данный момент, то есть, не знаю, это, наверное, тоже такая защита, пытаюсь это отодвинуть на потом, потому что, ну, сейчас еще все-таки нужно немножко поработать. Хотя я видела, наверное, слезы у своих коллег на глазах, ну, прям реально плакали 2 раза. Один раз это когда, наверное, было 13 или 14 августа, когда работники МТЗ пошли маршем, потом они встретились на площади Победы с другими колоннами девушек и вместе пришли к Дому правительства. И вот там был момент, когда силовики стали, ну, они оцепили Дом правительства, и в какой-то момент, ну, там они держали щиты так, потом они их поставили. И я не считаю, что они сложили щиты до сих пор, но ну, там среди людей так показалось, и там кто-то крикнул, там, ребята сложили щиты, и то есть и тут резко просто девушки, там, люди побежали к ним, их обнимать, дарить им цветы, то есть и я смотрю, некоторые мои коллеги плакали. Ну, то есть это был, наверное, ну, вот эти 3 дня, там, жестких событий, и потом вот эта вот смена резкая, да, то есть как бы вот же силовики, ты все равно ждешь от них какой-то жести, а вот они якобы там складывают щиты, и их там начинают обнимать, и вроде бы у тебя такое ощущение, как будто бы, ну вот, может быть, наконец-то это закончилось, но ты понимаешь, что это не закончилось, но при этом, и вот я смотрю на своих коллег, они плачут, и ты как бы, и ты не знаешь, как реагировать, потому что, ну, при том парни плакали, и я, ну, прям, ну, да, это был такой момент. И 2 раз мужчина возле Окрестина, мы там встречали людей, которых выпускали, и вышла женщина, рассказывала про условия содержания, и стоял журналист, он держал микрофон,
записывал ее, но он не мог сдержаться, он просто отвернулся и рыдал. Ну вот это было прям, он рыдал реально, и я как бы, ну вот тоже, я не знаю, как в такой ситуации, да, себя вести, то есть ты понимаешь, насколько у кого это глубоко где-то там сидит, и в какой момент это может вообще выплеснуться наружу. Какой у тебя вообще рабочий график сейчас? Я шутила с коллегами о том, что сейчас я воспринимаю все происходящее, знаешь, как такую затяжную командировку, где ты просто утром просыпаешься и уже должен быть в тонусе, как бы готов к каким-то съемкам, к работе и возвращайся, например, ближе к вечеру. Сейчас стало полегче, например, но меня такой график никогда не смущал, знаешь, ты просто, как бы аккумулируешь свою энергию, да, и понимаешь, что, все, вот как бы надо быть в ресурсе, надо быть в тонусе и отрабатывать все на максимум. Поэтому я к таким графикам привыкла. Но я, правда, много успеваю, я действительно умею как-то планировать, и, не знаю, у меня, знаешь, так всегда, наверное, было, поэтому для меня это не проблема. Какие твои самые важные снимки за это лето, осень? Я думаю, что все снимки важные. И, конечно, каждый раз, уходя с какого-то события, ты чувствуешь, знаешь, эмоционально, как ты отработал. Хорошо, плохо, да, то есть фактура, насколько ты снял какие-то действительно важные вещи. Вот. И уровень твоей удовлетворенности от рабочего процесса, он каждый раз разный, но все снимки имеют ценность, я думаю, с этого периода, потому что мы документируем такой важный период нашей жизни. Есть две любимые фотографии, которые сейчас, знаешь, ушли в народ, стали набирать популярность, постоянно их сопровождают какие-то репосты. Одно изображение – это кадр, где сотрудники ОМОНа оккупировали дверь Красного костела. Вот. Это такое, знаешь, памятное изображение, потому что сюрреализм происходящего, он, конечно, затронул многих. Это такое столкновение каких-то противоположных вещей, которые просто взбудоражили общественность. Вот. Я видела, что ребята переделывали даже в какие-то коллажи, накладывали какие-то дополнительные элементы, то есть она начала жить самостоятельной жизнью, это изображение, вот, и тоже распространяться по городу. А второй кадр, который тоже имеет свою историю, это в народе уже называется как фотография стильного сдержания. Тоже замечательная фотография, где сотрудник ОМОНа ведет девушку, при этом сохраняющую девушку с цветком в очень элегантном образе и сохраняющую такое, знаешь, достоинство. И это очень тоже фотография, которая разлетелась, и, я не знаю, правильно ли сказать, художники начали делать какие-то свои варианты репродукции этого изображения, накладывать какие-то шрифты, там, добавлять что-то, и это каждый раз тоже добавляет какую-то новую жизнь изображению, это делает ее по-особенному тоже привлекательной, поэтому вот благодаря такой коллаборации изображения получают какую-то новую жизнь, распространяются, и это, конечно, очень, очень круто. Никакие. Никакие? Можешь не спрашивать. Почему? Потому что я не могу выделить среди своих фотографий какие-то особо выдающиеся фотографии. Просто мне кажется, что я скорее просто документирую то, что происходит, и все. То есть я там могу вспомнить фотографии своих коллег, но свои не могу. Но я очень надеюсь, что кто-то из наших ребят вышлет какую-то серию фотографий на World Press Photo, и у нас еще один появится лауреат. У нас есть уже один, появится еще. Журналистика в Беларуси сейчас – это самая опасная профессия? Хороший вопрос. Сложный. Я бы не назвала, наверное, ее самой опасной. Но мы, к сожалению, действительно переживаем, я думаю, самые сложные времена. Как и многие другие люди. Но, конечно, эта несправедливость повсеместная, она очень расстраивает.